Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Эй! Оу! Кстати, сегодня наш новый соведущий Константин Бондарь, друзья. Меня сюда привел Михаил Кириллин, как и всех остальных. Первый наш сюжет посвящен тревел-фотографии. Точнее, личной выставке Егора Федорова, который также известен по прозвищу Сибуми. В моих путешествиях я делал постоянно очень много снимков, но так как-то жизнь складывалась, что мне не удавалось их сохранить. Сделать личную выставку, посвященную своим путешествиям, это отличный способ сохранить эти фотографии. Вот так вот я ловко вывернул. Я вернулась 2 недели назад из города Сочи. Там мой телефон взорвался от тревел-фотографий, так как неописуемой просто красоты природа, горы, пейзажи, все на свете. Очень было там красиво, и город очень контрастный. То есть вот ты сейчас находишься на горе, снег и так далее, а через полчаса ты идешь зимой в январе плюс 15, а пальмы и солнце. У меня, допустим, когда приезжала мама с тетей откуда-то там, раньше были такие шары, там смотришь фотографии, мне говорили, собирались всей семьей, нам вот эти вот шары, как покемоновские, раздавали, и мы смотрели, как кто побывал на путешествии. Ну да, кстати, у меня тоже была пара шаров. А я не в курсе. Годы-то еще не те. Снимал я с самого детства. У меня отец увлекался фотографией. Для меня всегда была магия, как из обыденности, из света и каких-то химикатов получается красота запечатленная. Когда я готовился к этой выставке, я перебрал фотографии, которые делал за 7 лет. Это около 30 тысяч фотографий. Это было путешествие сквозь пространство и время, сквозь воспоминания и встречи. Магия просто. Я вспомнил о том, о чем забыл. Вот, может быть, для этого можно и делать фотографии, для того, чтобы вспоминать. Здесь выставлено 26 работ. Эта цифра для меня символическая, потому что я побывал за 7 лет в 26 странах. И мне скоро будет 30 лет, буквально через несколько месяцев. И одна из моих целей была до 30 лет сделать свою персональную фотовыставку. И вот эта цель выполнена. Путешествие – это не всегда пакетный отдых. Для меня путешествие – это в первую очередь приключение. Ты ехал автостопом, тебя высадили посреди джунглей, ты не знаешь, что дальше делать, и ночь надвинулась. Вот. В этом есть приключение. Зеркальный фотоаппарат, на который привыкли как бы считать, что это типа профессионально, да, он тяжелый, так же, как и объективы. Но на самом деле фотография – это не техника, это способ видеть мир, делиться теми моментами красотой, которые ты находишь. Поэтому не важно, на что ты снимаешь. Моя выставка называется Fragments of Freedom, потому что путешествие – это свобода, красота тоже освобождает. Главная цель фотографа – это уловить эти моменты, эти отблески красоты, фрагменты свободы и поделиться, принести из внешнего мира вот сюда вот и показать людям. Кстати, вся эта фотовыставка продлится до 22 февраля. Она будет в галерее имени Осипова. Кто не знает, это вот где Площадь Победы есть, там напротив. Вот даже прям тугис на руках показал. А следующий сюжет у нас снимал Илья Цой, он о комиксах. А комиксы у нас были не простые, а очень редкие. У меня в детстве, знаешь, какие были комиксы? Старшему брату почему-то он всегда покупал какие-то цветные, там про Супермена, да. А мне попадались про Бэтмена, где уже вначале было убийство. Поэтому мой брат, если честно, сейчас блондин, а я вот черный из этого всего. Ну, как мы можем видеть, Анастасия Гриневецкая тоже читала комиксы про Супермена. Она им является моим братом. Вот это поворот! В прошлом году я впервые столкнулась вообще с комиксами. Это был комикс «Капитан Шустрик». Больше я с комиксами не встречалась. Капитан Шустрик? Сегодня мы в гостях у Ивана Чепрасова. И сегодня мы будем обозревать комиксы.
Да, начнем с Amazing Spider-Man 700. Это очень интересный выпуск, знаменателен тем, что там погибает Питер Паркер. Это комикс из твоей коллекции. Это комикс из моей личной коллекции, заказывал со Штатов, в общем, из стана врага, как сейчас модно говорить, и все такое. До санкций успел. До санкций успел, да. Расскажи, что в комиксе такого интересного, что заставило тебя приобрести именно этот выпуск? Питер Паркер погибает, его место занимает Отто Октавиус, злодей. Ему приходит такое некое озарение, что с великой силой наступает великая ответственность, но он видит это несколько вот по-своему. Но я замечаю, что вот у тебя все комиксы по доброй, опять-таки, американской традиции, они в упаковке. Это обязательно, иначе ничего не сохранится вообще, тем более в наших-то обычно типичных квартирах. Это ради коллекционирования, с той надеждой, что когда-нибудь это будет стоить, возможно, денег, да. Это именно для событий. Для души у меня я собираю кое-что другое. Daredevil. Это чисто для души. Я не думаю, что я когда-то это буду продавать, даже если будет стоить бешеных денег. Я знаю, что «Сорвиголова» один из твоих любимых персонажей. Не один из, это мой самый любимый, да. Вот есть у меня такая странная тяга к людям в латексе и всем таком, короче. Красном латексе. Да, красном латексе. Чем же Мэтт Мёрдок тебя привлекает? Это, наверное, один из немногих супергероев-инвалидов. В общем, слепой мальчик, который переборол себя, обучился всем этим кунг-фу штукам и начал отстаивать справедливость на своем родном районе. Ну вот почему, допустим, не Бэтмен? Потому что Бэтмен слишком сексуален и слишком богат. Вот. А Мэтту Мёрдоку я могу сопереживать, потому что я не так сексуален и не так богат, как Брюс Уэйн, короче. Вот. Брюс Бэйн, да. Ну и вот перейдем, собственно, к Бэтмену. Да, и перейдем к Бэтмену. Это уже у нас идет издание в твердом переплете. Опять же, этот сюжет выходил когда-то же и в синглах, но потом его издали вот так вот красиво. Здесь Бэтмен, Найтвинг, Бэтгерл и все-все-все собираются. И вот после как раз-таки перезапуска это был первый кроссовер. Что ты можешь посоветовать людям, которые собираются только, может быть, начать коллекционировать комиксы в оригинале или просто вообще? Ну, я бы посоветовал, наверное, начинать все-таки с такого мейнстрима. Потому что издательства, и главные линейки, да, такие как Человек-паук, или будь то Бэтмен, даже Сорвиголова, они привлекают туда лучших авторов, лучших художников, и это самый лучший продукт. То есть вы ознакомитесь с лучшими представителями жанра, потом уже можете искать что-то для себя. Друзья, читайте комиксы в переводе, в оригинале. Главное, хорошие комиксы, главное, хорошие, и покупайте их. Главное, покупайте только лицензионный продукт, ребята, мы только за это. Как я вообще сейчас наблюдаю, очень часто появляется очень модное такое явление, как не кафе, а вот антикафе. Лучше, конечно, в антикафе сидеть и чем-то полезным заниматься, чем, знаете, сидеть в торговом центре и вот так вот сидеть и ватсапиться друг с другом. То есть это гораздо интересней. Или вот заходишь куда-нибудь покушать, и там сидят вот много людей, одна бутылка кока-колы, они место занимают, и вот там общаются. Ну вот, если ты хочешь чем-то нормальным заняться, сходи в антикафе, и там пообщайся, там поиграйся. Вот как-то так. А если у кого-то недостаточно средств на антикафе, то мы нашли одно очень уютное местечко, там абсолютно все бесплатно, ты приходишь, ну вот ничего не надо. У нас в Якутске есть несколько антикафе, где за символическую плату можно посидеть с друзьями, выпить чаю, поиграть в настольные игры. Но не каждый знает, что есть антикафе в самом центре города, где можно посидеть абсолютно бесплатно. И мы решили его посетить. Мы пришли с улицы, и поэтому сразу же решили выпить горячего чаю. Вообще здесь внутри очень красивый и интересный интерьер. В антикафе несколько зон. Зона для обучения, место для отдыха, зона для просмотра кинофильмов. Антикафе «Трапезная» расположено в стенах Спасского монастыря, и, несмотря на это, сюда может прийти абсолютно любой. В стенах нашего антикафе тут проводятся различные мероприятия. Вот у нас расписание. Расписано тут понедельник, вторник, среда, четверг. По субботам у нас проводят различные мастер-классы. В основном это рукоделие. Да, у нас был мастер-класс по пошиву якутских рукавиц. Сейчас у нас мастер-класс от шеф-повара Алексея Винокурова. Мы посетили антикафе во вторник. В этот день здесь проходит мастер-класс по обучению игры на хомусе. Необычно то, что здесь у вас есть возможность обучаться у легендарной личности, хомусиста-виртуоза
глаза, известного во всем мире у Альбины Михайловны Дегтяревой. На первом ударе делаем вдох, на втором ударе делаем выдох. Угу. 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 Уже что-то есть. На самом деле вся голова, все вибрирует, да, после чего почему-то очень чешется нос. Вот. Несмотря на свою простоту форму, этот инструмент имеет очень много возможностей. И не зря, наверное, вот у него такое мистическое звучание, такое очень искреннее, чистое. На нем можно играть и музыку, можно также разговаривать, можно также подражать голосу птиц. Из легкого попробуем сделать топот копыт. Вот это да. А еще здесь можно посещать мастер-классы по кулинарии, рукоделию, фотошопу, английскому языку и хоровому пению. По воскресеньям здесь проходят очень интересные встречи киноклуба. Это не кинотеатр у нас не показывают какие-то сверхновинки, и мы не преследуем никаких коммерческих целей. Все фильмы абсолютно разные. То есть у нас были и драмы, и комедия. Мы смотрим хорошее, качественное кино, которое действительно можно назвать искусством в кинематографе. Перед просмотром фильма мы устраиваем обязательно у нас мастер-класс по кулинарии. И, естественно, все это потом вместе можно попробовать, покушать и выпить чаю. И во время просмотра так вот очень по-домашнему провести время. Посетить это уютное антикафе, вам нужно будет взять с собой хорошее настроение и, конечно же, чего-нибудь вкусного к чаю. Взамен вы получите отличное место для досуга, общения и для получения новых знаний. Дорогие друзья, у нас есть несколько объявлений перед тем, как мы закончим. Костя, расскажи, пожалуйста, про браслет, который у тебя на руке. Сейчас в городе Якутске проводится благотворительная акция под названием «Подари надежду». Браслеты стоят всего лишь 100 рублей. А все вырученные средства пойдут на помощь группе инвалидов детского сада «Звездочка». Следующее наше объявление касается нашего университета, Байкальского государственного университета экономики и права в городе Якутске. А там 19 февраля в 2 часа дня будет день открытых дверей. Там будет электронный тир, квест-игра и... встреча со служебными собаками! Ну что же, дорогие друзья, наш выпуск подходит к концу. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ, оставляйте свои комментарии и отзывы. Мы будем ждать. Всем пока! Пока-пока!